Всем привет! В общем, сегодня у меня на обзоре видеокамера Navicam. Называется она IP видеокамера Pro NC14F. То есть это у нас моделька получается линейки видеокамер Navicam с облачной системой. Вот такое вот маленькое яичко получается. В этой камере встроен и микрофон есть, и датчик движения есть. Также она работает по Wi-Fi чисто. У нее нету ни RG45, то есть это IP камера, но RG45 у него нету. В комплекте у него идет только сама камера, получается блок питания и шнурок вот такой вот. Обычный микро-USB шнур, как от сотового телефона. То есть фишка в чем? Подключаем. Кстати, тут еще есть разъем под microSD карточку. Не знаю, сколько поддержка. Ничего как бы пока не читал. Но я думаю 128 гигов, то есть microSD он должен держать, наверное. То есть как обычный сотовый телефон сколько держит, столько и сама камера должна по идее поддерживать. Вот. В общем, вставляем сюда шнурок. Получается. И запитываем видеокамеру от обычной розетки, либо от компа. Ну вот у меня комп под рукой, я прямо вот USB-шку его вставляю. И все, у меня камера начинает грузиться. Вот. То есть дальше что делаем? У нас есть, получается, поближе. Есть у нас приложение. Качаем его с App Store. То есть на iPhone есть и на Android. Называется оно Guarding Vision. Тут, кстати, книжка в комплекте идет такая. Там подробные инструкции есть, как эту камеру подключить. Вот, получается, подключается она тут чисто по Wi-Fi сети. Вот у нас получается, смотрите, устройство наше iPhone подключено к Wi-Fi, к моему роутеру, то есть получает интернет, правильно? Чтобы нашу камеру к нашему роутеру привязать, тут получается делать как скачивается приложение вот это вот Guarding Vision. Здесь есть такой пункт добавить устройство. Вот оно. Мы нажимаем добавить устройство, и вот он нам предлагает сканировать QR-код. QR-код вот здесь получается на ножке. Вот эта вот крышка снимается, и под этой ножкой есть QR-код. То есть что я делаю сейчас? Вот эту крышку снимаю. Вот в это окошко прямо вот так вот беру его. Так, резкость плохая. Может, перевернуть надо. Вот, да, перевернуть надо было. Вот он его отсканировал. И говорит, что устройство вот такое-то найдено. Добавить его. Говорим, добавим. Все, как бы дальше он у нас предлагает наше устройство зацепиться к Wi-Fi. То есть получается ввести пароль. Здесь прям в приложении он мне предлагает ввести пароль. То есть нашел мой роутер по названию и предлагает ввести пароль от нашей Wi-Fi сети. Здесь я пароль вбиваю. И коннекчусь. Все, говорит как бы добавить наше устройство. Я говорю завершить. Все, устройство у нас вот добавлено в CLUD. Я маленько пропустил тут немножко
Когда вот это приложение скачивал, он у нас еще просил как бы регистрацию. То есть, по идее, надо сначала зарегистрироваться в Клуде. Я вот этот момент пропустил. То есть я уже зарегистрирован был, у меня уже учетка есть, я под нее вошел. Вот сначала входим, получается, регистрируемся, входим под нашу учетку, а потом вот это действие, добавляем нашу IP камеру. То есть как бы все. А дальше у нас вот можно что хочешь с ним делать. Можно вот начать отображение в режиме реального времени. Вот она у нас что показывает. Можно сюда добавлять 4 таких камер, 9 камер, 12, 16, сколько хочешь. Вставляем сюда microUSB, у нас еще получается архивы будут здесь видны, что на флешке, можно просматривать. Также здесь можно сразу настроить камеру, дать ей имя какое-то, допустим, если у вас эта камера где-то стоит на базе какой-то или что-то там, не знаю, в гараже, пишем гараж, дом там. Часовой пояс можно поменять, формат даты, то есть год, день, можно день, год, месяц, можно наоборот день, месяц, год, короче как хочешь. Оповещение сигнал. Еще у нее вот получается датчик движения, когда движение срабатывает, к вам приходит оповещение на телефон, сразу же получается. И вы можете и делать фотку, скриншот. То есть сразу можно зайти посмотреть эту фотографию. Как бы очень такое вот видеокамера от Novicam, очень интересное решение. Как бы она может помочь, вот как вот можно сказать, вот по удаленке что-то смотреть. Квартиру, дом, там, не знаю, маленькое помещение, офис там. Как бы не всегда его увидеть. Вот, кстати, вот пришло оповещение. Сверху прям уведомление идет. Можно за ребенком наблюдать в ближайшей комнате. То есть использовать как его няня, или как это называется сейчас по-модному. Вот. То есть ему нужен, получается, только Wi-Fi сеть, сотовый телефон или планшет, любое другое устройство. В компании знаю, по-моему, для компа приложения, не знаю, по-моему, его нет. Либо он работает по обычному iOS 4.1, тоже приложение от Novicam. Я правда не юзал, но с сотовыми вообще идеально получается. Можно пароль задать этому устройству. Как бы так. Прошить его можно прям с этого телефона. Много чего интересного, как бы вот такая вот штучка интересная. Хорошее решение вообще. По-моему, она даже с ночным видом. Сенсор вот этот вот, ИК-сенсор, то есть ночью он должен смотреть. Ну все, как бы так. Всем пока, спасибо за обзор, то что посмотрели. Ставьте лайки, кому понравилось. Ставьте лайки.